исследования Всемирного банка показали, что вот наши пастбища уже в постсоветский период потеряли около 40% своей продуктивности. Что значит потеря 40% продуктивности? Это означает, что значит, вот наиболее бедная часть населения, те, которые живут за счет того скота, который они выпасают, вынуждены только в основном только этим источником ограничиваться, они недополучают по меньшей мере 40% дохода. То есть это скрытый налог на самую беднейшую часть населения. А это все достигнуто благодаря деятельности наших законодателей. Так у нас по поголовье овец, извините, в 10 раз сократилось. Так у нас поголовье овец в 10 раз сократилось с советского периода. Ну да, а деградация пастбищ продолжается. Ну то есть, если одно на другое как бы помножится, получается оставшиеся овцы в среднем получается больше корма на каждую голову. Это большое заблуждение. Вот я расскажу. Вот пример, опять же, упирается в законодательство. Вот на чем основывалось отгонное животноводство? Оно основывалось на смене пастбищ. Вот. Зимнее, там, весеннее, осеннее, летнее пастбище. И обязательно весь этот цикл нужно было проходить. И тогда, так сказать, нагрузка как бы в течение года распределялась по разным пастбищам. Наши умники, и это, между прочим, как бы наследие кочевой культуры, смена пастбищ. Так вот те законодатели, которые больше всего вопят о том, что они вот за кыргызские традиции, что вот то все самое святое для них это камча, юрта и там кумус или тундук, неважно, чего бы они там ни говорили. На самом деле они разрушили самую основу этой кочевой культуры. И в менталитете, и в законе. Они разрушили единство вот этого цикла использования пастбищ, которое тысячелетиями поддерживало существование кочевого народа. То есть они предали эту традицию, основную основу основ, которая дальше уже вытекала в природопользование и так далее. Присеянное пастбище, где теперь толчется круглогодично скот, и там выедено все до невозможности. Пастбища интенсивного пользования, которые были отданы на откуп районному начальству, и отдаленные пастбища, которые областному начальству. Предполагалось, что будут долговременные арендаторы, они будут заинтересованы в сохранности пастбищ и так далее. На самом деле долговременные арендаторы – это родственники этих начальников, которые сами там ничего не пасут, они сдают в субаренду, кто-то в субаренду сдает и так далее. Во всяком случае, мелкий держатель скота потерял возможность гонять. Это в советское время система не была разрушена. А вот в постсоветское время вот этими, так сказать, супер нашими умными законодателями это все было разрушено. И вот это привело к деградации пастбища. И деградация с двух сторон. На одних пастбищах происходит сейчас чрезмерный выпас, на других пастбищах выпаса почти нет. И то, и другое приводит к деградации пастбища, потому что пастбищные экосистемы, они эволюционно сформировались в условиях постоянного стравливания копытными животными. Теперь нет диких копытных, остались только домашние. Домашних не пускают, или там они не доходят до каких-то этих пастбищ. И тогда на этих пастбищах, где нет нормального выпаса, остается вот эта ветошь, которая подавляет, и пастбище подавляет следующий прирост, следующей генерации. И эти пастбища перестают давать нормальную продукцию. Вот вы говорите, что в 10 раз стало больше, меньше скота, на каждую голову приходится в 10 раз больше. Это ничего подобного. Вот. Потому что поедаемых растений стало в 10 раз меньше. Вот.
А это все слабо поедаемые, малоценные или вообще сорняки, которые ни на что не годятся. И вот еще в советское время, в последние годы, к нам приезжали специалисты из Ленинградского ботанического института, и они, БИН, и они, посмотрев наше пастбище, вот как раз наследие советского времени, когда они были очень сильно уничтожены, они сказали, что потребуется вот по меньшей мере где-то 5 лет полного, так сказать, освобождения от выпаса, чтобы они восстановились. Потом они это время увеличили до 10 лет. Сейчас они говорят, это за 30 лет ничего там не восстановится. Вот. То есть это разрушено до основания. Вот опять тут к этому разнообразию, к биоразнообразию. Вот для, так сказать, человека непосвященного, вот травяное сообщество, вот эти пастбища, они кажутся чем-то таким вот однородным. Ну, там, конечно, разные цветочки, разные злаковые растения и так далее. Но, тем не менее, это вот как бы то, что увидели, это вот оно и есть. На самом деле, каждое вот такое сообщество, оно состоит из нескольких, по меньшей мере, сообществ, вложенных друг в друга. Вот. И вот длительное наблюдение, вот у нас в Кыргызском хребте стоял стационар, на протяжении 20 лет там проводились наблюдения. К сожалению, вот эта система разрушена. Вот. И было показано, что в разные, но вот на протяжении этих 20 лет были годы, в которых было, были засушливые со слабым увлажнением, холодные с сильным увлажнением, там различные другие комбинации климатов. А урожайность этих сообществ, те, которые были условно этими коренными, то есть те, которые вот не стравлены, не разрушены, а у них была приблизительно одинаковой во все эти годы. Потому что вот эта биомасса, продуктивность всех сообществ, это тот язык, на котором это сообщество общается с окружающей средой. И для каждого сообщества есть свой предел, выше, ниже которого это сообщество разрушается. Вот. Потому что именно благодаря вот этой биомассе они могут совершать вот все те процессы, которые позволяют им стабильно существовать в меняющемся мире. А мир все время меняется. Это есть циклические изменения климата. Сейчас будут изменения, положим, не циклические, но там уже все заложено в нормальных сообществах, которые состоят из целого ряда. Что происходит при вот разрушении сообщества? Выпадают целые вот эти подсистемы. И вот, положим, выпала подсистема, которая соответствовала засушливому году. Наступил засушливый год. Биомассе нечем реагировать, то есть вот этой экосистеме, нечем реагировать на этот засушливый год. Получается значительно меньшее количество биомассы, которая поддерживает существование, готовность, положим, на следующий год при лучших условиях воспроизвести что-то. Вот в результате на следующий год, более благоприятный год, нечем реагировать на более благоприятный год. И идет все по нисходящей, пока они не спустятся на более низкий уровень. То есть, вот положим, с уровня луга они опускаются на уровень степи. Уровень степи на уровень полупустыни. С уровня полупустыни они скатываются в уровень пустыни. По биомассе, по продуктивности. Потому что у них нечем реагировать. Вот чем страшны все эти вещи. Вот, потому что это запускается вот такой каскадный процесс самоуничтожения. Вот. И тут вот как раз, но когда идем, я вот не к тому говорю, что вот не трогай, а действуй так, как вот действовали для тебя, до тебя вот эти предки на протяжении тысячелетий, которые жили в гармонии с природой. Они на недозрелое пастбище не гнали скот.
Сначала ехали там аксакалы, которые смотрели, созрело пастбище или нет. И тогда они уже перегоняли весь аил. Вот. Значит, теперь вот, пожалуйста, кто вперед успел, тот и съел. Но на самом деле не готовое к выпасу пастбище разрушается при нагрузке в 10 раз меньше, чем то же пастбище, но уже созревшее. То есть там достаточно одной овцы для того, чтобы разрушить пастбище. А если пастбище созрело, то там и 10 овец не нанесут ущерб. Веди себя нормально с природой, она тебе будет отдавать сторицы. Потому что выпас скота – обязательное условие нормального существования пастбища. А перевыпас – это от идиотизма и безответственности. Вот. И идиотизм – это тяжелое наследство того времени, когда мы были, значит, на уровне амебы.